Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Полина Вивденко. В марте этого года состоятся выборы президента Российской Федерации. По всей стране уже идет активная работа избирательных штабов. Стоит отметить, что проголосовать сможет каждый гражданин, даже если в дни выборов он будет находиться не по месту регистрации. Голосование будет проходить в течение 3 дней – 15, 16 и 17 марта. По общему правилу граждане голосуют на избирательном участке по месту прописки. Если избиратель проживает не по месту регистрации или в дни голосования будет находиться за пределами своего места жительства по любой причине – выезд в отпуск, в командировку, на учебу – избиратель сможет проголосовать по месту нахождения, где бы он ни находился в дни голосования. Для этого необходимо подать личное заявление. Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать с 29 января по 11 марта в любую территориальную избирательную комиссию в МФЦ, либо в электронном виде на портале Госуслуги. С 6 по 11 марта такое заявление можно подать в любую участковую избирательную комиссию. Избирателю при себе необходимо иметь паспорт. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые реализуют в Сосногорском районе в этом году с помощью инициативного бюджетирования. Это федеральная практика, когда средства регионального и местного бюджетов распределяются на проекты, предложенные жителями. Подробности далее. Утвержденный список проектов на 2024 год стал известен в конце ноября. В этом году в районе реализуется 20 инициатив, 4 из них по направлению благоустройства. В поселке Верхнеижемский приведут в нормативное состояние автодорогу близ местечка Кирпичный. Будет проведена отсыпка и укладка водопропускной трубы. А в поселке Керки, Малая Пера и Ирайоль ждет модернизация уличного освещения. Будут проведены частично замены старых светильников на новые светодиодные. В некоторых поселках, где имеются проблемы, будут заменены старые провода на новый СИП. И также будут установлены в некоторых местах, также по поселкам, дополнительные опоры с дополнительными светильниками по желанию жителей. План работ был составлен в соответствии с информацией, которую собрали у жителей поселков специалисты управления ЖКХ. А в Сосногорске на кладбище по улице Гайдара будет обустроена аллея славы. Проект представляет собой благоустройство территории воинских захоронений. Главная цель – воздать должные почести сосногорцам, погибшим при исполнении воинского долга. Будет обустроено ограждение декоративной военной тематики, будут установлены ворота, и какие-то медали в военной тематике также будут на ограждении сделаны. Все проекты планируются к реализации в весенне-летний период. Напомним, в нашем муниципалитете народный бюджет реализуется с 2017 года. За это время удалось воплотить в жизнь более 70 проектов. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Коми в 2024 году на гранты агростартапа направят более 31 миллиона рублей. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Об этом в своем видеообращении сообщил Владимир Уйба. Он отметил, что правительство республики продолжит активную поддержку фермерских инициатив, ведь практически 50% населения Коми живет в сельской местности, и крайне важно, чтобы на селе создавались производства и появлялись новые рабочие места. Хочу сказать, что наша республика активно начала реализацию агростартапов еще с 2019 года. За это время гранты получили 26 фермерских хозяйств по различным направлениям деятельности. Общая сумма поддержки за 5 лет составила почти 76 миллионов рублей. Получатели поддержки не только обеспечивают собственную занятость на селе, но и, как я уже сказал, по всех примерах это и создание дополнительных рабочих мест. И почти половина получателей грантов создали фермерские хозяйства на базе своих личных подсобных хозяйств. На этих выходных в Сосногорске пройдет фестиваль православной духовной музыки «Вифлеемская звезда». Он состоится уже 19-й раз и соберет 370 участников из Троицко-Печорского района, Вуктыла, Усинска, Ижмы, Печоры, Сыктывкара, Ухты и Сосногорска.
Представлены произведения классической музыки, произведения духовного содержания, народные песни и народные танцы. Если зарождалась «Вифлеемская звезда» как фестиваль церковной музыки, то спустя 19 лет репертуар участников пополнился народными и патриотическими композициями. Событие пройдет в 2 дня. Детский фестиваль, он представлен в основном детскими школами искусств. То есть мы там видим классические инструменты, присутствуют на этом фестивале. Также очень много вокальных коллективов, которые предоставляют в основном соло. А уже 14 числа взрослый этап фестиваля будет представлен большими хоровыми коллективами. Детский этап фестиваля пройдет 13 января в 13:00. Взрослый состоится 14 января в это же время. Сосногорцев ждут в Доме культуры «Горизонт», вход свободный. Стартовал прием заявок на участие в 30-м международном фестивале-конкурсе музыки и танца «Союз талантов России», который пройдет с 31 мая по 1 июня в Москве. Мероприятие запланировано в рамках Международного дня защиты детей. Фестиваль-конкурс включает в себя несколько направлений. Это хореография, вокал, игра на музыкальных инструментах. Возраст участников от 5 до 35 лет. Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку на участие можно на сайте soyuztalantov.com. QR-код на ваших экранах. Победители фестиваля-конкурса примут участие в праздничном юбилейном гала-концерте «Мы дети, твои Россия» и выступят на одной сцене со звездами эстрады и кино. И в конце выпуска коротко о погоде. На выходных ожидается заметное потепление. Столбик термометра постепенно поднимется до -14. В воскресенье возможно небольшие осадки. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.